Инвалид или здорова. Жительница Туймазов несколько лет судится с администрацией района. Как семья, воспитывающая ребенка-инвалида, Мине Ахметовой претендует на благоустроенное жилье. Однако муниципалитет подает иск против семьи, объясняя это тем, что им уже выделен участок. Из-за новых подробностей в этой истории родителям девочки-инвалида может вовсе грозить реальный тюремный срок. Он говорит: у меня здоровый ребенок. Ну, мне очень, конечно, больно слышать вот от следователя Следственного комитета такие слова. Проблемы со здоровьем у ребенка начались с самого рождения. Опухоль на левой почке врачи увидели на 3-е сутки жизни. А Мире был только месяц, когда в течение 4 дней она перенесла сразу 2 операции. Одну по удалению новообразования, причем вместе с почкой. Вторую, когда у ребенка разошлись швы. Поэтому амбулаторная карта девочки напоминает многотомник. Она перенесла очень тяжело. Она лежала в реанимации. Ее не спускали ко мне, потому что кормили у нас через зонд. Только такую пищу нам нельзя было. И она все время плакала. Ребенок получает инвалидность, и семью ставят на учет, как нуждающиеся в жилье. Мине Ахметовым выделяют участок. Однако, со слов женщины, благоустроенное жилье им так и не предоставили. С 2014 года начинаются судебные тяжбы с администрацией района, которые продолжаются по сей день. Администрация вот после 6 августа, она 21 подает в Верховный суд. И получается, у нас опять по этому делу будет 2 октября суд в связи с по вновь открывшимся обстоятельствам. Они также хотят отменить решение от 2014 года в связи с тем, что вот они предоставили жилье. Они объясняют тем... Да, земельный участок, то, что предоставили. Что подразумевается под новыми обстоятельствами, неясно. Однако, со слов Луизы, ее вместе с супругом обвиняют в том, что справка об инвалидности Амиры липовая. Это при том, что документ выдавался комиссией медико-социальной экспертизы. И теперь бесконечная кипа бумаг пополнилась постановлением о возбуждении уголовного дела. В производстве органов Следственного комитета России по Республике Башкортостан находится уголовное дело в отношении 2 жителей города Туймазы по факту дачи взятки руководителю филиала Государственного бюро медико-социальной экспертизы за продление категории инвалидности. Ранее, по данному факту, руководителю филиала медико-социальной экспертизы, получившему взятку, уже вынесен обвинительный приговор, который в настоящее время вступил в законную силу. Теперь семье Мине Ахметовых предстоят новые судебные разбирательства. Молодой семье, в случае, если их вина будет доказана, грозит реальный срок. Динара Таймасханова, Булат Садриев, новости, Туймазинский район.